Уже несколько недель внимание мирового сообщества приковано к событиям в Украине. Решительную смену власти, произошедшую в Киеве, неоднозначно восприняли на территории всей страны. Свое мнение о происходящем на этой неделе в интервью федеральным журналистам высказал и глава Чеченской Республики. По словам Рамзана Кадырова, волнения в Украине сказались и на жизни проживающих там чеченцев. Действительно, в последнее время всякие националисты, так я их не могу называть, там пытаются забрать не только бизнес и все имущество, которые за все эти годы были заработаны честным трудом на именно чеченцам, которые проживают и являются гражданами Украины. Действительно, это непростительно. Мы никогда не претендовали на чужое, но свое никогда никому не отдадим и не дадим обиду, где бы они ни проживали. Беспредел, хаос, люди выходят на митинг, убивают госслужащих, потом правоохранительные структуры перед этими, так скажем, людьми, если они даже являются ими, должны извиниться. Поэтому я официально заявляю, что за тех людей, которые там проживают, именно чеченцев, они должны ответить за каждого, за имущество, за бизнес и за человека. Высказал свое мнение Рамзан Кадыров также и по поводу происходящего в Крыму. Глава республики отметил, что для нас это особенная территория, за которую проливали кровь наши отцы и деды. А беспорядки не могут провести к продуктивному диалогу власти с народом. В свое время наши предки защищали Крым, Севастополь, это для нас святое, потому что наши отцы пролили там кровь. На сегодняшний день у нас очень хорошие отношения с крымскими татарами. Почему я это говорю? Потому что я построил там мечеть, члены месяца Рамазан помогали из фонда, чтобы верующие могли там максимально придерживаться тем канонам ислама. Я думаю, сегодня тех людей, которые там вышли под эгидой чей-то там, знаешь, и говорят, что действительно нас депортировали, мы такие-сякие, мы плохие, действительно, так сказать, чеченцев тоже депортировали, весь чеченский народ. У нас сотни тысяч погибших, и большинство не вернулись, и половина населения остались в разных государствах и разных регионов Российской Федерации, тогда Советского Союза. И я считаю, что мы должны требовать, если даже есть требования, если есть у нас, так скажем, недовольство, то мы должны это требовать по закону, а не выходить, использовать моменты, и выходить кучками и кричать разными криками. Глава республики призвал крымских мусульман не втягиваться в вооруженный конфликт, тем самым идя на поводу у тех, кто пытается развязать войну. Западные страны втягивают мусульман во всем мире в разные конфликты, и примеров этому немало. Афганистан, Сирия, Иран, Ливия. О ситуации на Украине высказался и Владимир Путин. Глава государства поручил правительству проработать вопрос оказания гуманитарной помощи Крыму. Это предложение нашло поддержку и со стороны руководства Чеченской Республики. На своей странице в интернет-приложении Instagram Рамзан Кадыров назвал его правильным и своевременным. Помощь пострадавшим окажет и президент регионального фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. В Крым направит продовольствие, все, что необходимо в этой ситуации. Пока обстановка в Украине остается крайне напряженной, по сообщениям информационного агентства РИА Новости, дислоцированные в Крыму представители вооруженных сил Украины покидают воинские части. Военная техника и арсеналы переходят под контроль сил самообороны. Между тем, в Москве решено ввести российские войска в Украину. Президент Владимир Путин обратился к сенаторам Совета Федерации, и накануне они дали свое одобрение. Также Москва решила отозвать российского посла из США в связи с заявлениями американского президента Барака Обамы. И сегодня Рамзан Кадыров прокомментировал в интервью журналистам последние новости, связанные с Украиной. В частности, заявление Дмитрия Яроша, в котором лидер правого сектора обратился за помощью к террористу Доке Умарову через страницу ультранационалистической украинской организации ВКонтакте. Рамзан Кадыров отметил, что теперь очевидно, кого Америка и Запад считают политической силой, пообещав также не оставить без внимания слова лидера Майдана о том, что он воевал в Чечне. По нашим данным, Умарова на этом свете нет, его должны искать на том свете, поэтому я глубоко ошибаюсь, как всегда. Но то, что он говорит и призывает Умарова и тому подобное, я высказался по этому поводу и сказал, если он призывает террористов взять в руки оружие и активизировать деятельность против российского государства, то они призывают против нашего народа, против всех, и мы ему обеспечим достойный, комфортный пролет туда, где есть Умаров Док. Поэтому я считаю, что он никто вообще-то на самом деле. Они уже начали, так скажем,
призывать и пугать людей, что якобы они воевали в Чеченской республике, что они были, не знаю, воинами. Мы их помним, особенно помним Сашко. Ну, мы помним его в Совмине. Он был, еще с ним был Саша. Сашко убили, Сушко убежал. И сегодня он там то берет там за воротник там прокурора, то там пугает депутатов. Они никто, они не воины, они никогда не воевали в Чечне. Они пришли и также ушли, начали военные действия здесь, призывали всех, обманывали Дудаева и тому подобное, что они будут вместе с ними до конца. Почувствовали запах пороха, убежали. То же самое они сделают и в Украине. Поэтому, пользуясь случаем, я призываю украинский народ. Украинский народ действительно воинственный народ. Они по духу похожи на чеченского народа. Поэтому, чтобы они осознанно подходили к этому вопросу и убрали себя террористов, экстремистов и жили дружно, как всегда жили наши предки в мире, дружбе с Россией. Это им будет лучше и нам будет лучше. Самые красивые места находятся в Украине, туда очень много туристов выезжают из Чеченской республики, чтобы поправить здоровье, там выезжают наши граждане. Поэтому мы любим украинский народ, но террористам не позволим шутить и называть чеченцев и чеченский народ всяких там таких заявлений. Рамзан Кадыров дал оценку и действиям США в этом противостоянии. Он отметил, что Запад и Европа преследуют свои цели, нисколько не заботясь о судьбе людей, живущих в этой стране. Глава Чечни также подчеркнул, что еще до того, как Совет Федерации поддержал инициативу Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины, в Чечне заявляли о готовности помочь украинскому народу. Рамзан Ахматович, а почему вот Америка, Запад, в принципе, делает ставку на таких лидеров, да, которые пользуются, скажем, имеют не очень такую богатую репутацию? Ну, мы видим, как они приходят на Россию, там, от Сирии. Вот Сирии, что Америка начала там военные действия, начали снабжать террористов, экстремистов, Бен Ладенскую группу. Они сами объявили Бен Ладена международным террористом и убили его. И Умарова Доку признали то же самое, что он международный террорист. Сегодня те люди, которые за Умаром стояли, они сегодня воюют в Сирии, Ливии, там везде, там Египте. И сейчас самые там крайние там государства Украины там не беспокоятся за судьбу украинского народа и за государство Украины. Им нужна Россия. И сегодня Россия ведет правильную политику, не дает Америке там беспредельничать по всему мировому сообществу. Они хотят, чтобы вот задавить наше государство вот, и настраивать против нашего государства таких, как бывших руководства и Грузии, и сегодня и Украина. Ну, это, я считаю, что подлая политика Запада и Европы. Там, сегодня как можно вот, поддержать бандитов, которые взяли в руки оружие и стреляют на сотрудников и выгоняют действующего главу государства, правительства, депутатов. Как это вообще, где это было? Почему мировое сообщество смотрит свободно на это и молчат? Молчат, потому что Америку считают сильным государством. Это глубоко не так. Потому что Аль-Каида, которая борется Америка, до сих пор существует. Я думаю, что Путин Владимирович, наш президент, примет правильное решение и защитит украинский народ. Украина многонациональная, там, как мы все знаем, много русских, татар, чеченцев, казаков и сыны славного украинского народа. Вместе мы станем, вместе защитим, я уверен. Рамзан Ахматович, последнее скажите, вот что вы думаете, Совет Федерации поддержал, да, вот обращение Путина ввести российские войска на территорию Крыма, вот об этом? До Совета Федерации, решения Совета Федерации, я сказал, что я готов выехать в Украину. У нас есть добровольцев не один, не тысяч, а десятки тысяч, которые с удовольствием защитят украинский народ, русских, казаков, татар, которые проживают. Вот. И сегодня одобрение Совета Федерации – это правильное решение. Если Путину не дать возможность принимать меры вот, по защите прав, свободы граждан России, и не только граждан России, то было бы неправильно. Они сегодня дали добро, а президент страны, как мудрый политик, сильный человек, номер один, так сказать, в мире. Любые решения Верховного Главнокомандующего мы, пехотинцы, примем и будем идти до конца. Поэтому сегодня хочу сказать, что я разговаривал с татарами, с русскими, с казаками, с украинцами. Они все говорят, что среди нас есть отщепенцы, вот есть там среди татар ваххабисты, которые сегодня они с черными флагами там разгуливают по Крыму. То же самое там в Киеве были, это бандеровцы, другие. Я думаю, что нам надо принять конкретные меры и президенту страны, и всем ветвям власти государства, и дать все карты в руки Владимиру Владимировичу, и мы должны поддерживать до конца. Это я говорю народ Российской Федерации.
Между тем, по информации информагентств, Совет безопасности ООН в ночь на воскресенье, 2 марта, провел экстренное заседание консультаций по Украине. По итогам встречи была подтверждена необходимость всеобъемлющего политического диалога. Элина Халидова, Абубакар Зубайраев, Новости 7.